Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, рады приветствовать вас вновь на видеоканале Трезвый Батя. Вот вчера мы с Божьей помощью догнали крестный ход недалеко от села Курай. Мы прибыли сюда, увидели множество палаток, уже было поздно, 10:30, и мы прибыли прямо к вечерней молитве, поучаствовали в вечерней молитве. Здесь разбит лагерь, здесь горит костер, и около 30 или 40 палаток находится, множество людей. Утром эти люди встали, собрались, разожгли костер, стали читать молитву. Вот, и, по-моему, они собираются дойти прямо до Кушагача или до Дашанты. Вот прямо вот эти несколько десятков или даже там, пару сотен километров. Сейчас я хотел бы обратиться к руководителям крестного хода. Это иерей Лаврентий Донбай, он является руководителем молодежного и миссионерского отдела в Горно-Алтайской епархии, и иерей Владислав Поклонов, который является благочинным Южного благочиния Горно-Алтайской епархии и настоятелем прихода Петра и Павла в селе Кушагач. Батюшка, отец Лаврентий, вот подскажите, пожалуйста, люди здесь многие из городов, наверное, да? Из городов приехали. Более 100 человек, я правильно понимаю, да? Не только из Республики Алтай, но и из разных... Сейчас по спискам нас стало уже 101. 101 человек. Они, наверное, из разных регионов, может быть, да? У нас даже москвичи есть. Есть Сибирский федеральный округ представлен, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово. Вот. Скажите, а что вот заставило вот вас и этих людей вообще выйти из зоны комфорта? Да. Вот мы как бы стремимся к этой зоне комфорта, да? Стремимся удобно сидеть в кресле за рулем машины, там, чтобы чуть повыше, чуть пониже, да? Чтобы вот так вот хорошо можно было так облокотиться, чтобы, естественно, дома на диване было сидеть и так очень легко было телевизор переключать, чтобы горячая вода была. Но вот от этой всей комфортности у нас что-то как-то умирает внутри. И что значит умирать? А ничего не происходит. Вот как ты чувствуешь, что ничего не происходит, а хочется, чтобы что-то происходило. И вот мы, православные люди, так думаем, что нам кажется, что с нами ничего не происходит, и мы мертвые называемся. Из-за чего? А потому что мы грехами облепляемся незаметно для себя. О них же неудобно говорить. Так что говорится даже, что грехов вообще нету. А на самом деле они тебя как камешки, так сказать, залепляют. Вот. И вот мы выходим из этой зоны комфорта, вот так много идя, чтобы эти камешки попробовать себе разобрать, вот, различить и почувствовать себя живыми. Вот, почувствовать себя живыми. Благодарим. А теперь я хочу к отцу Владиславу обратиться. Отец Владислав, правда ли, что вот иногда участие в крестном ходе для православного человека сравнивают с духовным санаторием? Вот как люди в санаторий уезжают, профилакторий, на недельку, на 2 отдохнуть, как-то поправиться. И если это сравнение верное, то от каких болезней можно здесь поправиться в духовном санатории, в крестном ходе? Да, батюшка, конечно, церковь это вообще лечебница, и Христос это самый главный целитель, потому что, в принципе, все мы заражены и больны одной и той же болезнью, она может просто по-разному проявляться. Грех в нас живущий, да, он проявляется где-то там склонностью, скажем, к блуду, где-то склонностью к многословию, к осуждению других людей. То есть, практически не сказать, что бесконечно, но огромное множество проявлений. Да. И вот Господь принимает от человека любую жертву, да, даже мысль благую Господь целует, то есть приветствует, да. А когда человек находит в себе возможность, находит силы, находит время, даже деньги какие-то, да, пусть небольшие, но нужно для того, чтобы участвовать в этом ходе, Господь, конечно, такую жертву от человека, мало того, Господь обязательно примет, мало того, что это физически довольно-таки тяжело, трудно проходить каждый день. Первый день 20, второй день 16, там 19 километров. Кажется немного, но вот высокогорье, оно само по себе довольно-таки, особенно для тех, кто из
издалека приехал, ну, тяжелый здесь климат для людей, суровый. Но это же не только физический труд, это еще же и духовный труд. Я вот, Это честно обязательно, говоря, сам собирался и понял, как это тяжело. Все время какие-то препятствия, кто-то отвлекает. Приходят мысли, что может быть не в этот раз, может быть попозже, может быть и так далее. Да. Вот. Потому что вот действительно из зоны комфорта выйти очень тяжело. И находишь всегда себе какие-то причины, чтобы остаться в каком-то теплом, по накатанном каком-то, по накатанной дорожке, которой ты уже привык. Колее, Это в колее колее, быть, да. колее. Вот из этой колеи надо немножко выйти. Ты себя по-другому почувствуешь. Вдруг. Выходите из колеи, покидайте зону комфорта вместе с крестным ходом по стопам алтайских миссионеров. Спаси Господи. Спасибо, Господи.